Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо для вас от меня за ваши хорошие слова в комментариях. Милые, не успеваю всем ответить, вы уж простите, не судите строго. Я все читаю. Огромное вам спасибо, всех вас люблю. Всем вам счастья, любви, добра, удачи. За всех вас прошу высшие силы, чтобы всех было все замечательно. Еще раз спасибо и земной поклон. Мои дорогие, тема сегодняшнего гадания звучит так. Вам письмо счастья от высших сил. Давайте же посмотрим, что там написано, что высшие силы хотят вам передать. Какие счастливые и радостные события скоро будут в вашей жизни. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих мечтах, планах, надеждах, мечтах, обо всем, что вот у вас прям насущное и важное на сегодняшний день. Если нужно время, поставьте видео на паузу и поконцентрируйтесь. Если время вам не нужно, если вы уже настроены, тогда я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте посмотрим, что же высшие силы пишут вам в письме счастья. Что высшие силы напишут вам в письме счастья. Так. Ну, я так думаю, что все видят, да, что вы на таком прекрасном цветке. Стоит человек, и у человека такая, знаете, большая аура, да, человек светится этой аурой. Мои милые, ну, во-первых, высшие силы сразу вам говорят, что вас благословляют. Благословляют на счастье, на мир, на добро, на достаток, на любовь, на здоровье хорошее. Чтобы все у вас в жизни было как надо, чтобы у вас был дом, полная чаша, чтобы была любовь, чтобы была дружба и чтобы была полная ваша самореализация. Здесь вы в центре, вы центр этой вселенной, вы вот прям в лепестках, да, либо в лепестках вот прорастаете. То есть у вас на данный момент, вот сколько бы вам лет не было, вы все равно еще продолжаете расти, созревать, переходить, да, вот из одного качества в другое, но на новый уровень. И это все в вашей жизни происходит. Высшие силы всегда рядом, высшие силы вас ведут, они вас не оставляют. Здесь вам иногда, конечно же, подкидывают задачки сложные, но вы молодчинка, вы все можете решить, вы совсем можете справиться, вам все по плечу. Да, и высшие силы говорят, что вы иногда обижаетесь, иногда вам очень трудно, видите, буква Т тут вышла, трудно, они это видят, и они за вас очень сильно переживают. Конечно, они не дают вам больше, либо, скажем так, проблем и задач, да, настолько сложных, которые бы вы не могли решить. Такого нет. Вам вот эти трудности, которые выпадают, они все вам по плечу. Вы можете, и вы решаете, вы на себе это все тянете. Кто-то тянет, а кто-то решает, понимаете? То есть вас приучают к порядку, вас приучают к тому, чтобы вы обновлялись и переходили с одного уровня на другой, а не топтались на одном месте. Понимаете, у кого-то вот прям день сурка. И вот высшие силы говорят: милая, родная, дорогая, пожалуйста, пожалуйста, хватит ходить по кругу. Давай закрывай свои старые обиды, закрывай свои старые какие-то дела. Иди вперед, иди в новое счастье, иди в будущее. Понимаете, вот что вам говорят. Здесь для вас в будущем приготовлено очень много прекрасных событий. Очень много. Я, мои милые, надеюсь, что у вас исполнится все, но понимаю, что это гадание общее, поэтому перечислю вот все, что я вижу. Просто перечислю. А вы уж, мои милые, каждая там сама себе подстраивайтесь под вашу ситуацию. Во-первых, у вас рост. Рост идет именно по вашей личности, по вашим достижениям. Здесь вот такой початок кукурузы, которая вот, знаете, уже просто раскрылась, да, созрела. Это именно вы созрели для новой жизни, для созидательной жизни, для вот
полного обновления, да, вот скинуть с себя вот эту старую кожу и блеснуть новой, прекрасной. Здесь идет дорога, лодочка, дорога, вот, которую подгоняет ветер, да, вот ветер перемен в вашей жизни совсем скоро задует, и вас понесет по морю, по океану, у кого-то в прямом смысле слова, да, через море, через океан, в новую счастливую жизнь, понимаете? И в этой новой счастливой жизни вас ждет человек, вот он человек с монеткой в руках, и этот человек будет вам, ну, не знаю, и другом, и товарищем, и любимым человеком, и будет у вас и любовь, и счастье. Кстати, у кого-то вот птичка от любимого человека скоро залетит в ваш дом. А у кого-то, мои дорогие, другая ситуация. Любимый человек скоро к вам приедет. Вот этот ботинок, сапог, который говорит, что любимый человек скоро приедет. Сначала он весточку о себе посылает, потом он приезжает сам. Но что самое интересное, что касается любви и отношений, мои милые, у вас будут вот такие грабли золотыми зубчиками, которыми вы будете подгребать под себя любовь, счастье, удовольствие, радость, страсть. Вот все эмоции будете вот просто граблями к себе подгребать. Такой момент я у вас тоже вижу. Здесь еще момент того, что пламя любви просто какое-то безумное разгорится в вашей жизни. Если вы уже в отношениях, то тут просто какое-то, не знаю, обновление отношений. Как, знаете, как первый раз друг друга увидите, вот такая любовь сумасшедшая, безумная будет. Ну а кто-то действительно вот прям влюбится с первого взгляда. Отношения, кстати, у кого-то могут быть просто легкими, но при этом очень страстными, да. Кто-то может, будучи, например, в отношениях, в браке, повстречать человека, с которым случится страсть. Вы себя не вините, мои дорогие. Высшие силы просто видят, как вы печалитесь, да, как вы живете нелегко с вашим, например, супругом, и как вы лишены женского счастья, ну, либо мужского. Вам просто идет этот человек, вот эта страсть, эта влюбленность идет как таблеточка от тоски, от хандры, чтобы вам захотелось жить, чтобы вам захотелось будущего, чтобы вам захотелось счастья. Поэтому не вините себя, не корите, воспользуйтесь этой возможностью, побалуйте себя этим счастьем, понимаете? Вот этот момент вам нужно обязательно использовать. Но у кого-то с любимым человеком эта страсть будет, это же прекрасно, понимаете? От этой страсти, кстати, вот кто в паре, в отношениях, от страсти будет ребенок. Ребенок, причем, знаете, как-то сразу вы забеременеете, прям сразу, чуть ли не в первый раз. Так что у кого в планы не входит, будьте аккуратны. Но в целом я вижу, что ребенок, вот и ребенок, кстати, он будет под знаком огня. Понимаете, это либо лев, либо овен, либо стрелец, вот такой огненный ребенок. Это мальчик будет. Либо девочка такая, знаете, которая по всем характеристикам на мальчика похожа, но больше как идет как мальчик. Кстати, мальчик такой высокий будет, высокого положения добьется. Кстати, может быть в спорте, бизнес свой, либо спорт, а может и бизнес и спорт, понимаете, вот необычный. Вот от страсти рождается человек, который пылает этой страстью, понимаете? Вот все, что бы ни делал этот ребенок, это будет со страстью, с огромной страстью будет делаться. Такой момент происходит. Так, еще я хочу вам сказать, что здесь, не знаю, обучение какое-то, обучение вас вы учите, либо вас кто-то учит. И это очень прекрасно, это очень продуктивно. Если вас будут учить, то вас будут учить самые лучшие учителя, самые талантливые, самые такие, знаете, прям одаренные, да, и все эти знания, каждое словечко для вас будут какие-то невероятные, насыщенные, полезные, важные и нужные. То есть такой момент, когда все в пользу, все в карманчик идет. Вот замечательно. Ну а если вы учите, то тут признание вас как просто гениального учителя, педагога, тренера, коуча, наставника. То есть вам тут идет и респект, и поклон, и, кстати, за это какие-то дары вам идут. Дары, но это не, даже не знаю, но это и премия может быть, и действительно люди вот идут к вам, кланяются, и дары вам несут. Такой момент тоже есть. Так, кто занимается работой, которая связана с, не знаю, там, с эзотерикой, с медициной, то есть помощь людям, да, вот вы оказываете помощь людям, может вы волонтер, да, вот кто занимается этой работой, высшие силы вам
дают какую-то большую удачу в жизни. То есть у вас будет какое-то исполнение, например, заветного желания, какая-то вот ваша мечта исполнится. Это вам награда. Вам награда за то, что вы помогаете другим людям, за то, что вы, как говорится, себя не жалеете, за то, что вы полностью вкладываетесь в свое дело, да, вы за свое дело как будто вы душой болеете. За это вам идет награда. Знаете, я вот что еще хочу сказать. Вот высшие силы говорят, что очень много людей на вас как-то смотрят, на вас с надеждой смотрят, да, слушают вас с надеждой, смотрят на вас с надеждой. Многим вы подарили эту надежду, да, и эти люди, они вот хорошие слова говорят о вас, и эти слова, они долетают до высших сил, до небес, и как будто бы, знаете, вот материализуются, да, в вашу жизнь, они падают такими звездочками исполнения. Так что, мои милые, вы на правильном пути, вы все делаете правильно, высшие силы вас за это благодарят сердечно и обещают за это очень много бонусов и профитов вам на будущее. Смотрите, еще момент здесь цветения. Здесь цветение идет у нас, ну, не знаю, ну, плющ, наверное, скорее всего, похоже очень на плющ. То есть цветение и рост. У вас вы вот обрастать будете какими-то нужными, полезными знакомствами, связями, отношениями. То есть какой-то такой момент, вы как будто бы поднимаетесь потихоньку, полегоньку, но вот идете именно к правильной цели. И высшие силы вот за этим очень сильно следят. Возможно, будет такой момент, что кто-то из вашей жизни исчезнет. Вот в прямом смысле слова, да, человек был и нет. И вы можете переживать и думать, почему человек пропал из моей жизни, куда делся, да, куда пропал. Высшие силы людей, которые вам могут как-то навредить, вас обидеть, просто они их будут блокировать. И если такое происходит в вашей жизни, понимайте, что это к лучшему. Да? Не обижайтесь, принимайте как есть, понимайте, что человек, например, был недостойный, либо мог причинить вам какие-то неприятные моменты. Так, а здесь еще есть ситуация, когда вот вы столкнетесь с каким-то выбором. Выбор очень тяжелый вам придется делать, потому что вам сложно примириться с этим выбором. Вот как будто бы вы сидите дома, да, и ждете, пока что-то произойдет, а ничего не происходит. Не происходит, потому что вы выбор сделать не можете. Высшие силы не хотят на вас давить, и высшие силы говорят, что какой бы ты выбор ни сделала, каким бы путем бы ты ни пошла, какую бы ты дорогу ни выбрала, тебе все будет в удачу, все будет в счастье. Самое плохое — это то, что ты ничего не делаешь, никуда не идешь, ничего не выбираешь. Вот это самое худшее, что может случиться в жизни. Поэтому, мои дорогие, обязательно, кто стоит на развилочке, кто стоит перед каким-то серьезным выбором, вам нужно поскорее определиться и получить свое счастье, свою награду. А она будет просто прекрасная, замечательная. И та дорога, к которой вы пойдете, та вещь, которую вы выберете, будет для вас вот именно самой оптимальной, идеальной и полезной. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.